О самых заметных событиях четверга вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах дня. Продолжаются рабочие командировки главы Якутии по районам республики. Сегодня сын Николаев работал в Ленске. Расскажем все подробности визита. Без глубокого наркоза, под присмотром опытных специалистов и с передовым оборудованием якутские врачи внедряют новые технологии лечения пациентов с циррозом печени. Более безопасный и удобный формат. Как служба судебных приставов использует систему электронных исполнительных листов. Ночь профориентации. Будущим студентам не просто рассказали о востребованных профессиях, но и провели мастер-классы. Организаторы подготовили насыщенную программу. Взращивать профессионалов для Якутии со школьной скамьи. Такая цель у детского технопарка «Кванториум». Какие направления смогут на практике освоить школьники? Россия в первом полугодии экспортировала в страны Африки почти 10 миллионов тонн зерна, сообщил президент Владимир Путин на форуме «Россия-Африка». За весь прошлый год экспорт составил 11,5 миллионов тонн, сказал он. Президент отметил, что доля России на мировом рынке пшеницы 20%. Владимир Путин также заявил, что наша страна всегда уделяла и будет уделять особое внимание поставкам в Африку пшеницы, ячменя, кукурузы и других зерновых культур, в том числе в качестве гуманитарной помощи по линии продовольственной программы ООН. Ленск с рабочим визитом посетил глава республики. Сын Николаев осмотрел строящиеся объекты в рамках программы переселения. Побывал на газораспределительной станции, где был сварен первый стык межпоселкового газопровода Мурья-Бичинча. Осмотрел другие объекты, а также провел совещание с недропользователями. Все подробности визита у Анны Кожевниковой. Заливают бетон, вяжут арматуру, укладывают шлакоблоки. Мощный производственный процесс развернулся в границах улиц Нюйская и Пролетарская. Буквально год назад здесь была пустая территория, а 2 года назад стояли ветхие аварийные деревянные дома. Именно на этом месте ленчане встречали главу республики 4 года назад, задавая волнующие их вопросы по программе переселения, испытывая неизвестность перед будущим. Сегодня же они – это почти 4000 жителей новостроек. А Ленск приобрел облик современного города благодаря личному контролю Айсена Николаева всех этапов реализации программы переселения и успешного взаимодействия с органами местной власти и основным застройщиком. Ленск лидирует по объемам расселяемого аварийного жилфонда и темпам строительства. Внимание Ленску, в целом Ленскому району очень большое. Хочу подчеркнуть, что работы здесь идут неплохо, все идет по графику. Хочу особо подчеркнуть, что здесь, конечно же, меня приятно порадовало те дома, которые сейчас строятся по линии застройщика здесь. Они строятся очень красивые, качественные. Во-вторых, конечно же, порадовало то, что застройщик не только сами дома строит, но он и очень правильно относится к благоустройству территории. Этот пример, который я сегодня в Ленске увидел, можно и в другие районы транслировать. Другим застройщикам надо пример с этого брать. В ходе своей рабочей поездки в Ленск Илдархан посетил и газораспределительную станцию, которая соединит магистральный газопровод «Сила Сибири» и межпоселковый газопровод. Сегодня был сварен первый стык. В скором времени в рамках восточной газовой программы компания «Газпром Трансгаз-Томск» осуществит газификацию сел Бичинча и Мурья. Программа, которая сегодня началась реализовываться здесь, в Ленском районе, она очень важна. Она реализуется не столько даже в рамках социальной дегазификации, она реализуется в рамках того соглашения, которое мы с Алексеем Борисовичем Миллером, председателем правления «Газпрома», подписали в 2020 году, где было заложено, что «Газпром» возьмет на себя обязательства по газификации населенных пунктов, которые прилегают к «Силе Сибири». И в рамках него сегодня уже много поселков и в Ленском, и в Алекминском, в Алданском, в Нюрнбергском районах будут газифицированы в ближайшие годы. Далее Айсен Николаев провел совещание с нефтегазодобывающими компаниями, побывал на строящихся объектах, таких как детская школа искусств, овощехранилище, осмотрел городской парк и рассказал, какие пространства будут еще благоустроены в Ленске. В завершении визита он посетил детскую оздоровительную базу, которой в этом году исполнилось 65 лет. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
Необходимые меры и новые направления действий для стабилизации лесопожарной обстановки в течение недели обсуждал федеральный штаб с Рослесхозом. Стратегии разрабатывают совместно с авиалесоохраной. На сегодняшний день на территории Якутии действуют 44 лесных пожара общей площадью почти 100 тысяч гектаров. Тушат огонь порядка 500 человек. Основные задачи сейчас – стабилизация обстановки в Усть-Майском районе и недопущение ухудшений по новым пожарам. По прогнозу, в ближайшие дни обильные осадки не ожидаются. Особое беспокойство вызывают западная и центральная части, в частности, Алекминский, Ленский и Усть-Майский районы. Сегодня у нас в маневрировании находится большая группировка из Колымской группы. Ежедневно у нас самолеты Ан-26 перевозят ту группу, которая была на стабилизации ситуации в Колымской группе районов. Соответственно, эти высвободившиеся силы по прибытию в Якутск будут направлены в горимые районы, в Усть-Майский и Алекминский район. Тем временем Якутск готовится к отопительному сезону. Текущий ремонт тепловых сетей холодного и горячего водоснабжения идет в столице. Силами энергорайона Мархинский по адресу Газовиков 18/1 ведут подготовку и монтаж компенсаторов для систем отопления холодного и горячего водоснабжения. Компенсаторы предназначены для защиты трубопроводов от статики и динамических нагрузок, возникающих при температурных деформациях и вибрациях. Работы проводят строго в межотопительный период. Доставка с пищевой инфекцией. Управление Роспотребнадзора получило извещение от медучреждений Якутска об отравлении блюдами из службы доставки. Согласована проверка с прокуратурой. Так, в ходе сбора эпиданамнеза установлено, что все заболевшие с 23 по 25 июля употребили готовые блюда службы доставки, говорится в сообщении. Внеплановую выездную проверку организует Управление Роспотребнадзора по Якутии. Ее результаты находятся на контроле прокуратуры. Также ведомство сообщает о резком увеличении случаев мошеннических действий с использованием сведений о должностных лицах. Мошенники от имени руководителей и замов территориальных органов Роспотребнадзора звонят в коммерческие организации для незаконного получения якобы материальной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Подобных звонков ведомство не совершает и призывает не вступать в телефонные переговоры с неизвестными лицами, не сообщать им никакой информации о себе, данных о счетах и вкладах, переводить финансовые средства. В России появится государственный реестр должников. Федеральная служба судебных приставов запустит реестр, в котором будет отображаться информация о долгах россиян, официальных доходах и различных ограничениях. Пользоваться новым инструментом смогут все ведомства, занятые в исполнительном производстве. Основной задачей станет повышение прозрачности исполнения на стадии до возбуждения исполнительного производства. Должник и взыскатель смогут контролировать процесс исполнения требований через личный кабинет на портале госуслуг. Более безопасный и удобный формат. Госструктуры продолжают переход на электронный документооборот. Гражданам теперь не обязательно лично посещать ведомство, чтобы получить документы на руки. Достаточно лишь при вступлении в законную силу решений подать заявление о выдаче исполнительного листа любым удобным способом. Более подробно в материале Марины Захаровой. Вот уже 2 года в суде налажено межведомственное взаимодействие со службой судебных приставов по направлению электронных исполнительных листов. Данное нововведение направлено на своевременное возбуждение исполнительных производств, так и на недопущение злоупотреблений со стороны участников исполнительного производства. Электронные исполнительные документы предусмотрены законом с 2021 года. И вот уже сегодня мы начинаем работу. Все это время велась работа по подготовке инфраструктуры ведомств. И сейчас мы уже готовы принимать электронные исполнительные документы на принудительное исполнение. Все это, безусловно, не только ускоряет процедуру поступления документов на принудительное исполнение, но и снижает риски подделки или утраты. Количество допущенных опечаток также сокращается. Подача заявления с просьбой о направлении электронного исполнительного листа дает следующие преимущества. Во-первых, суд сам определит подразделение ФССП, в котором будет вестись производство. У взыскателя с этим могут возникнуть определенные трудности. Во-вторых, пристав быстрее возбудит производство, так как документ по системе передается практически мгновенно. Передача листа почтой может занять намного больше времени, как и поход в территориальное УФССП. И в-третьих,
Взыскателю не придется ждать, когда суд оформит исполнительный лист и выдаст его на руки. За весь период действия данной системы было направлено около 2000 электронных исполнительных листов. Жители отмечают, что такой вариант гораздо практичнее, поскольку ввиду загруженности судебных специалистов на получение исполнительного листа в бумажном формате может уйти несколько дней. Марина Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. Якутские врачи внедряют новые технологии лечения пациентов с циррозом печени без глубокого наркоза под присмотром опытных специалистов и с передовым оборудованием. Даже самые сложные больные за пару часов восстанавливаются и возвращаются к здоровой жизни. С прорывами якутской медицины знакомился мой коллега Петр Васильев. Цирроз печени – серьезное заболевание, требующее своевременного и оперативного решения. Зачастую пациенты попадают на стол к врачу уже с тяжелыми внутренними кровотечениями. И здесь на помощь в борьбе за жизнь приходят современные технологии. Одну из подобных первыми на Дальнем Востоке испробовали врачи республиканской больницы номер 2. Когда печень серьезно поражена, кровь проходит через нее с большим трудом. Выражаясь еще проще, печень сморщивается под воздействием патологических процессов. Возникает кровотечение, которое крайне трудно остановить. Различные открытые операции длительны по времени, и чтобы провести их, требуется общий наркоз и большой разрез. Не все больные переносят подобные вмешательства. Именно это и побудило врачей РБ-2 первыми в макрорегионе прибегнуть к портоканальному шунтированию печени. И данный метод позволяет методом шунтирования, то есть анастомоза наложения прямого выброса в портальную вену, что значительно облегчает проявление таких осложнений, как кровотечение, как асцит и в дальнейшем улучшение качества жизни человека. И служит это мостиком, таким продолжительностью от 5 до 10 лет человек может прожить в достаточном комфорте, пока не придет его очередь пересадки. Средняя продолжительность операции составляет около 2 часов. Шунтирование проводится под рентгеноскопическим контролем с использованием ультразвукового сканирования для контроля доступов к сосудам. И все это под руководством самых опытных специалистов. При этом, ввиду того, что подобные операции проводятся в Якутии впервые, к врачам во время операции присоединяются их коллеги из ведущих научных институтов страны. Большой импульс для развития вот этой методики у больных с циррозом печени и кровотечением. Каждый врач, каждый хороший врач всегда стремится к совершенству. И эта операция, да, они только первую ступеньку это сделали, да, это первая ступенька к своему совершенствованию профессионального мастерства. Как отмечают медики, подобные операции не излечивают цирроз. Они показаны пациентам, которые готовятся к трансплантации печени. Но после них у больного во много раз повышается качество жизни и ее продолжительность. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск. Идем далее. В Мирном почтили память детей, жертв боевых действий в Донбассе. В Свято-Троицком храме собрались неравнодушные жители города, в том числе школьники, подростки и представители администрации. Священнослужители провели панихиду, вознесли молитву об упокоении душ жертв. Но в целом жители Дальнего Востока за 3 месяца отправили Почтой России 6 тысяч бесплатных посылок в зону специальной военной операции. Число отправок выросло более чем в 2 раза по сравнению с периодом с февраля по апрель. Напомним, на посылке или письме необходимо указать номер воинской части, фамилию, имя получателя и адрес. Город Москва, 103 400. Почта России передает посылки представителям Министерства обороны в Москве, которые самостоятельно доставляют отправление адресатам. Также продолжается реабилитация участников специальной военной операции и членов их семей в Республиканском центре комплексной реабилитации инвалидов. С июля прошлого года прошли реабилитацию 113 участников спецоперации и 83 члена их семей. А с июня текущего года центр сотрудничает с другими учреждениями для комплексного оздоровления. Начали работу с филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества», где есть вся необходимая информация со ссылками и телефонами. Есть возможность оставить заявку на получение реабилитационных услуг. Продолжается сотрудничество с бассейном Сулут, где для наших реабилитантов проводятся занятия по методу гидрокинезотерапии. Продолжается сотрудничество с Министерством культуры и духовного развития республики.
При помощи соцконтракта якутяне с низкими доходами, а также многодетные семьи находят работу, делают первые шаги в бизнесе. В этом году на эти цели выделен 1 миллиард рублей. Из этой суммы 1/3 предназначена для жителей Якутска. Так, сестры Саргалана и Лена защитили бизнес-план, получили финансирование, приобрели необходимое оборудование и открыли творческие студии. Лена воплотила свою давнюю мечту в реальность, теперь работает фотографом, а ее сестра Саргалана учит детей и взрослых разным танцевальным направлениям. Работаю индивидуально, ритмика, логоритмика, танцы с 4 до 70, желающие. Дыхательная гимнастика, йога, бачата, такие танцы, которые пилатес, коррекция фигуры, что любим, то, что нам по душе. У меня танцевальные, у нее фотостудия. И вот так вот как-то у нас получилось. Мы так рады, мы благодарны. В историческом парке «Россия. Моя история» провели ночь профориентации. Организаторы подготовили для абитуриентов насыщенную программу. Будущим студентам не просто рассказали о востребованных профессиях, но и провели мастер-классы. Подробности у Марии Кардашевской. 5 образовательных учреждений столицы и Центра опережающей подготовки представили обширную профориентационную программу для будущих студентов. Ребятам не только рассказали и показали, но и дали возможность примерить профессии на себя. Это современная методика профориентационного мероприятия. То есть они могут себя попробовать в различной сфере деятельности и узнать, действительно ли эта деятельность ему подходит. В современных условиях для того, чтобы заинтересовать детей пойти вот в тех или иных направлениях, нужно более креативно подходить вообще вот к этому, да, и использовать разные площадки. Поэтому вот то, что сегодня именно в историческом парке происходит, действительно тоже очень интересно. Абитуриенты и их родители смогли поучаствовать в открытых диалогах, посмотреть презентации программ среднего профессионального образования, ну а лучшие профориентологи столицы провели для них профориентационный квиз и семинары-тренинги. Образовательные учреждения подготовили профориентационные мастер-классы. Представляем 6 основных наших специальностей. Это зоотехния, ветеринария, агрономия, технология продукции животного происхождения, водные биоресурсы и аквакультура и вот землеустройство. Для представления, например, каких-либо специфических именно вот профессиональных навыков именно как раз-таки представлены определение, например, содержания сахара в яблоках, определение органических свойств молока, например, да, или, например, определение качества вот, яиц и так далее. Кроме того, без 5 минут студенты смогли познакомиться и пообщаться с преподавателями и студентами, напрямую задать все интересующие их вопросы об учебе и студенческой жизни, что бесспорно поможет им определиться с выбором профессии. Я вот перешел в 11 класс. Начинаю задумываться, конечно, о профессии, но очень много на самом деле предметов. Вот за 10 класс вы учитесь, например. То есть уже после 9 класса вас заставляют выбирать именно в каком классе вы должны учиться. Я сюда пришел попробовать информатику, так как хочу свою жизнь связать с биоинженерией. Масштабное мероприятие «Ночь профориентации» состоялось в Якутске впервые, но уже сейчас понятно, что такого рода мероприятия актуальны среди будущих студентов. Зал исторического парка собрал множество заинтересованных ребят, для которых выбор будущей профессии не пустой звук. А это значит, «Ночь профориентации» проводится не последний раз. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск. Взращивать профессионалов для Якутии со школьной скамьи. Такая цель у детского технопарка «Кванториум», который с 1 сентября распахнет свои двери для учащихся Саха-политехнического лицея. В здании бывшего университета на площади более 260 квадратных метров разместят классы, где школьники смогут освоить самые перспективные инженерные направления. Это лазерные нейротехнологии, искусственный интеллект, беспилотная авиация, 3D-моделирование, а также реализовать свои собственные проекты. На сегодняшний день почти все классы оснащены самым современным оборудованием, на котором будущие специалисты смогут проверить свои знания как в теории, так и, самое важное, на практике.
Школьный кванториум в рамках современной школы появляется в республике впервые. Мы специально выбрали учреждение Саха-политехнический лицей, потому что лицей является лидером политехнического образования в республике. Миссия образования всегда мы осознаем и знаем, что это обеспечение кадрами республики во всех отраслях экономики. Они должны быть качественно подготовлены. В этом году у нас первый кванториум, а следующий год уже будет 4 таких школьных кванториума. Привет, Артек! К столетию Всероссийского детского центра во всех учреждениях детского летнего пребывания России открываются смены с таким названием. Так, в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» прошла первая встреча. Разговоры о важном. Тема «Мир и добро». Министр образования и науки Якутии Ирина Любимова рассказала ребятам об отважной девочке Саманте Смит и важности соблюдения мира во всем мире. Напомним, что смены «Привет, Артек» проводят по указу президента Владимира Путина. Во время смены воспитанники детских лагерей живут по принципу артековских смен. Сегодня мы будем говорить о девочке после мира Саманта Смит, которая в 1983 году посетила Советский Союз по приглашению тогда генерального секретаря Андропова. Девочка посол мира. Значит, сегодня об этом узнают, о этой девочке, наши участники нашей смены. Теперь о спорте. Мирнинские боксеры представят Алмазный край на соревнованиях в новой форме. Экипировку выступающим спортсменам вручили представители «Алроса» и «Народного актива». В комплекте 2 костюма для тренировок, кроссовки и футболка с логотипом «Алроса». Также в зале бокса спорткомплекса «Олимп» установили ринг, чтобы боксеры могли готовиться к соревнованиям и проводить внутренние турниры. Соревнования не за горами. Наши дети постоянно представляют наш Мирнинский район на соревнованиях разного уровня. Поэтому я очень надеюсь, что они достигнут больших результатов. И Мирнинский район, и Народный актив поддерживает эти достижения ребят. И о погоде. Северные воздушные массы понизили температуру в центральных районах Якутии. Но с 1 августа вернется летняя жара. Так, в субботу и воскресенье ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +7, +12. Днем +20, +25 градусов. Самый холодный день синоптики прогнозируют в понедельник, 31 июля. Днем будет в районе +20, +22 градусов. А с 1 августа температура воздуха в центральных районах начнет повышаться. С 3 августа вернется летняя погода с температурой около +25, +30 градусов или выше. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.